Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. События будущей недели. Чем удивит, чем порадует вас судьба на будущей неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим, чего вам ждать на будущей неделе. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас вышла. Мои хорошие, пожалуйста, не забывайте о том, что у нас отсыпочка общая. Не все и не у всех отыграется. И, пожалуйста, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Неделя у вас начнется с какого-то то ли выяснения отношений, то ли с действительно очень серьезного разговора. Причем здесь будет все. Здесь будет и повышение градуса в разговоре, и какие-то откровенные вещи всплывут, и даже какие-то застарелые обиды. Ну, в общем, будет все. Вот. Желательно вам этот разговор довести до конца, и результат будет просто потрясающий. Вы увидите, что ваш оппонент не только все понял, но и готов стараться идти навстречу, как-то вам даже угождать. Будет очень-очень приятно. Если этот разговор оборвется на полусловие, то есть вы не все выскажете, либо вы не сможете договориться, то ждите вторую серию, а может быть даже и третью. Да? Может, это будет какой-нибудь там мини-сериал длиной в неделю. То есть каждый день буквально вы будете по чуть-чуть разговаривать. Ну, желательно, конечно, все сразу вот обсудить, договориться и пожать друг другу руки. Для вас это будет самый выгодный и желанный результат. И еще, мои хорошие, для женщин мужчина, для мужчины женщина. Здесь человек проявит к вам интерес. Причем достаточно, такой назойливый, можно сказать. Да? Человечек будет подавать вам сигналы, знаки, посылать вам ментально, да, какие-нибудь там послания. В общем, будет изгаляться как только сможет. Да, действительно, этому человеку вы очень интересны. И да, человек хотел бы действительно узнать вас лучше, пойти на сближение с вами. А дальше все зависит от вас. Если симпатия взаимна, то, как говорится, вам все дороги открыты. Если есть, допустим, какое-то ограничение, вы не свободны, либо этот человек не свободен, либо человек, не в вашем, например, вкусе, то можно просто игнорировать, не замечать. И в течение этой недели человек все поймет и отстанет от вас. И еще, мои хорошие, какие-то покупки, закупки у вас выходят. Кто у меня шопоголик, вот тут вы действительно оторветесь по полной. А здесь то ли какие-то скидки, то ли какие-то супер предложения. Опять же, когда у нас там это черная пятница, я уже не помню. В общем, душа нараспашку. Если у вас есть средства, есть желание, любовь к этому делу, к шопингу, вот прям все для вас, все для вас. Всю неделю, все мысли, все решения, все выходы из дома, все это будет посвящено покупкам. Если в вашей семье есть шопоголик, это вырванные годы, как говорится, вырванные дни. Да? Человек ни о чем другом, кроме как о выгодных покупках, думать не сможет. Да, и так может отыграться. Кто действительно будет покупать, вижу, что много всего приобретете и действительно по достаточно приемлемым, приятным ценам. Может быть, не даром, может быть, не самое дешевое, но приятные, да, приятные цены. Купите все, что хотели, и даже какую-то сумму сможете сэкономить.
Да, себя еще потом похвалить, сказать: о, и я молодец, денежку сэкономила. Дальше, мои хорошие, на работе кого-то из вас ждут какие-то очень сложные задачи. Перед вами, скорее всего, будут ставить сложные задачи, либо вы сами себе поставите сложные задачи. Придется поломать голову, придется импровизировать, что-то придумывать, либо пробовать какие-то новые подходы, да, для того, чтобы задачи эти выполнить. Ну, если сами для себя, то это, конечно, другая история, тут уже как-то не обидно. А вот если перед вами задачи ставит ваш начальник, то вижу, что будете немножко негодовать по этому поводу. Ну, действительно, сложные задачи, либо большой объем задач. В общем, придется выкладываться. И еще тоже связано с работой. Здесь какой-то человек как будто бы вам палки в колеса ставит. Допустим, если вы на кого-то работаете, да, в вашем коллективе появится человек, который будет вести себя просто безобразным образом. Ставить вам палки в колеса, цепляться к вам, критиковать, может быть, даже саботировать в каком-то моменте общее дело. Вот. Если вы работаете сами на себя, это какие-то выпады в вашу сторону неадекватных конкурентов. Значит, мои хорошие, что нужно делать? Не нужно на этом акцентировать внимание. Нужно делать вид, что ничегошеньки не происходит, а к этому человеку, который палки в колеса вставляет, относиться как к слабоумной и афишировать это, да, что вот на дураков не обижаются, да, либо у человека там что-то не в порядке. Человек сошел с ума, у человека помутнение, да, вот в таком ключе. Вот. Если вы начнете отпираться, сражаться, отстаивать себя, то именно вот эта ситуация, она может перерасти в хроническое состояние. Да? Человек скажет: ага, значит, мои действия ее цепляют, значит, я все правильно делаю, да, в таком ключе. А если вы будете отшучиваться, человек скажет: блин, ничего не работает, да ничего с ней не поделаешь, либо с ними ничего не поделаешь, и тоже от вас отстанет. Со временем, конечно, не сразу, но тем не менее. Дальше, мои хорошие, вижу вас в какой-то новой красивой одежде. Одежда. Может быть, действительно какая-то обновка, да, и вы прям во всем новеньком будете ходить. А может быть, действительно сезон меняется, и нужно там, например, утепляться, да. Смена гардероба у вас происходит. Вот. Но у кого-то отыграется в сакральном смысле, что вы по-другому как-то будете себя подавать, по-другому будете себя вести, и какие-то даже изменения в ваших повадках произойдут. С левой стороны для всех это станет большим сюрпризом и очень интересным открытием. То есть окажется, что вы человек, который умеет стильно одеваться, знает толк в качественной одежде, либо человек, который может быть разносторонним. То есть вы не так-то просты, как казалось с первого взгляда многим. Вот. С левой стороны многих удивите, многих шокируете. И еще, мои хорошие, между мужчиной и женщиной дележка курицы происходит. Значит, женщина за лапки хватается, а мужчина за голову тянет. Я так понимаю, что в семью деньги поступят, да, определенная сумма, и вам будет сложно ее поделить между друг другом, то есть планировать свой семейный бюджет. У мужчины там свои какие-то идеи, желания, трат, да, у женщины свои. То есть вам придется отстаивать себя, он будет отстаивать себя. Но я думаю, что в принципе при желании эту курицу можно вполне себе прилично разделить. Потому что вам нужны лапки, а ему нужна голова. Что вам эту голову жалко? Вам же лапки нужны. И то же самое ему, что вот голова тебе досталась куриная, да, зачем тебе лапки? Вот. Не акцентируйте на этом особого внимания, не стоит вот это выяснение, дележку переводить, опять же, в какую-то острую фазу. Ни в коем случае не стоит обижаться и ни в коем случае не стоит быть принципиальной. Да? Ищите золотую середину и договаривайтесь. Будет хорошо, будет всем приятно. Так, еще. Здесь какой-то надоедливый человек обрывает провода. Но это, скорее всего, телефон.
либо интернет, да, человек вам может там мессенджеры написывать, названивать, также телефоны, смски, звонки. Вот человек, который действительно хочет обратить на себя внимание, либо человек, который хочет до вас донести, может быть, какую-то информацию, знаете, как достучаться хочет. Человек очень-очень назойливый, без комплексов, назовем это так. Вот. Кому-то будет неприятно, вот честно говорю. Придется вам этого человека блокировать, причем блокировать везде. Ну и, соответственно, потом не поднимать трубку, если это какой-то неизвестный номер вам звонит, да, который не записан в вашей телефонной книге. Откуда-то издалека этот человек, и вот явно ему что-то от вас будет очень сильно нужно. И еще, мои хорошие, показано, что вы стоите за трибуной и какую-то речь произносите. Может быть, вы действительно где-то будете речь держать, да, перед кем-то выступать. Кого-то отыграется, что действительно придется обучать, кому-то что-то рассказывать. Но, в общем, нужно будет вам серьезно к этому подготовиться. И вы должны знать, что потом все ваши эти слова просто растащат на цитаты. Да, то есть будут цитировать вас, ну, в прямом смысле этого слова. Ну, а так, с правой стороны, я вижу, что вы знаете, что делаете, и, в принципе, возможно, для вас это уже не впервые, да, когда вы кого-то обучаете, либо перед кем-то выступаете. Так, человек к котенку присматривается, либо котенка погладить хочет. Хоть котенок и маленький, но он достаточно злой, либо характер у него дурной. Тут либо ребенок характер будет проявлять, сложно будет договориться, либо кто-то, кто младше вас по возрасту, может достаточно серьезно себя проявить и заставит себя, ну, действительно слушать. Ну, у кого-то отыграется, что даже уважать. И вы скажете, ну, надо же, такой маленький, а уже такой вот шустрый, да, либо деловой в таком ключе. Но это котенок, да. Котята не милые. Что может быть милее, чем котенок, да? Без кота и жизнь не та. Ну, кто кошатник, тот меня понимает. Дальше, мои хорошие, рыба все глубже и глубже опускается на дно. Но эта рыба, она как бы ничья. Это вот такая абстрактная рыба, да, как способы заработка, которые становятся все сложнее и сложнее. Либо пойдет информация о том, что вот деньги становятся зарабатывать сложнее. Пусть вас эта информация обойдет стороной, либо не принимайте близко к сердцу, не пришивайте это все к себе. Это какое-то нагнетение, паника, и, возможно, этими информационными вливаниями людей пытаются от чего-то важного отвлечь. Вот, ну, такое складывается ощущение. То есть абстрактная рыба просто опускается на дно. Может быть, она там живет, да? Вот, но всех этим начинают почему-то пугать, от чего-то отвлекают. И также могут быть разговоры, например, в офисе, на работе, да, что вот там повышения зарплаты не будет. Либо компания недополучила там прибыль, и всех нас тут разгонят, сократят в таком ключе. Это всего лишь разговоры, и людей действительно от чего-то отвлекают, более насущного, более важного. Дальше показывают какое-то сумбурное, спонтанное знакомство. Знаете, вот такое случайное, проходящее, но вижу, что знакомство очень будет удачным, вот в целом удачным. То есть, ну, допустим, вы там с подружками в кафе сидите, либо, ну, где-нибудь там в клубе встретились, либо, не знаю, где-то на улице, в очереди в супермаркете стоите и с каким-то человеком вот случайно разговоритесь, познакомитесь. Вижу, что человек окажется какой-то необычный, у него в руках палка, человек, который, ну, допустим, чем-то управляет, руководит, либо человек, который, например, может быть связующим звеном между, например, вами и кем-то, кто вам нужен. Да? То есть случайное сумбурное знакомство окажется очень-очень полезным. Так что не отказывайтесь знакомиться на улице, не отказывайтесь знакомиться в кафе, в клубах, ну, где вы там обычно бываете. Вы не знаете, что за человек, да, каким потенциалом он обладает, либо кто в его ближайшем кругу
знакомых, приятелей, друзей, ну, либо даже родственников. С кем-то удачно, случайно можно познакомиться. Дальше птицы. Птицы одна за одной. Птицы несут надежду на своих крыльях, но надежда о будущих перспективах. То есть сейчас вы получаете новости о том, что хорошее не за горами, да, либо хорошее у вас впереди. Две птицы, либо они из разных направлений летят к вам, либо они две из одного места вылетели, да, об одном и том же говорят. Ну, в общем, поднимет вам настроение, вселит надежду в ваше сердечко, в принципе, приятно. Так, здесь какой-то человек показывает как отказ, либо нет. Вот заставляет руку и так вот показывает, что типа нет, да, нет, там не пущу, либо нет, не приду. Человек, который пытается вас на что-то спровоцировать. Ну, допустим, чтобы вы уговаривали, чтобы вы там, например, больше заплатили. Отказ как стимул, стимулирование вас к какому-то действию. Вы должны это понимать заранее. И если человек вам так делает, что типа нет, вы такая: окей, я пойду найду того, кто скажет да. Вот. И тогда уже вы сможете простимулировать этого человека. Очень похоже, что человек набивает себе цену, либо действительно хочет с вас дополнительную денежку получить. Если кто-то отказывается, вы говорите: хорошо, буду искать в другом месте. Благо предложений много, и на тебе свет клином не сошелся. Это будет классный ответ, который этого человека здорово простимулирует и отобьет желание с вас какие-то дополнительные средства просить, да, либо свою значимость в ваших глазах увеличивать. И еще, мои хорошие, сережки. Почему-то сережки показывают, вы можете случайно где-то потерять сережку. Следите за своими украшениями, проверяйте замочки и почаще просто вот руками просто так щупаете, да, на месте или нет. Действовали вы какие-то сережки любименькие свои оденете, может там застежка немножечко расслабилась, либо сломалась. В общем, нужно быть повнимательней, чтобы не было обидно и жалко, да? Любимые сережки. Ну, либо вообще их лучше не одевайте на будущей неделе, от греха подальше. А лучше все свои украшения проверьте, и, возможно, действительно нужно что-то отнести в ремонт. Ну и также сережки символизируют тайны и секреты. И если вы вознамерились на будущей неделе узнать какой-то секрет, либо вам кто-то пообещал что-то рассказать, скорее всего, этого не будет. Сережка потерялась, значит, и секрет не раскроется. Вот. Если вы любитель интриг, секретов, ну, ничего не поделаешь, такая вот судьба. Может быть, не получится встретиться, либо человек передумает вам рассказывать. Все может быть. Так, вижу вас с фонариком, с улыбкой на лице. Фонарик. Ну, фонарик, он путь освещает. Фонариком и идеи хорошие показывают, и хорошие решения, и даже нахождение выхода из той сложной ситуации, в которой вы оказались. Фонарик маленький, но светит невероятно ярко. От этого у вас улыбка, и вообще вы собой очень довольны. Вот, вы молодец. Ну, явно что-то придумаете, что-то найдете. Ну, я имею в виду выход из ситуации. И еще вижу, что вы как будто бы себя что-то снимаете, но это не одежда, это вот больше похоже на какую-то защиту, латы, доспехи в таком ключе. На что-то вы настроены, к чему-то вы готовились, а этого не будет. Этого не будет. Ну, судя по доспехам, да, латы это, наверное, защищали себя от чего-то. Либо хотели себя защитить, а может быть, к какой-то борьбе, схватке вы готовились. Ну, этого не будет. И вы такая разочарованная, думаете: блин, так хотелось подраться, но а тебе не случилось. Снимаете себя эти латы, доспехи и куда-то складываете. Ну, как говорил мой инструктор по рукопашке, самая лучшая драка — это та драка, которая не состоялась. Вот, поэтому не спешите расстраиваться, наоборот, все хорошо, все замечательно. И еще, мои милые, большая буква В — восторг. Человек, кого зовут на букву В, станет источником вашего восторга, ваших оров, криков, визгов.
каких-то небывалых, невероятных эмоций. Это может быть и мужчина, и женщина, но этот человек сумеет вас удивить, сумеет поразить, и как сюрприз какой-то, да, вот человек как сюрприз, либо действие этого человека как сюрприз, что-то очень-очень приятное. В самом венце вижу, что вы о себе подумаете, либо начнете думать о себе. Это не эгоизм, это здравый смысл. Вижу, что кому-то в чем-то откажете на благо себе, ну, либо в пользу каких-то своих задач, своих идей, опять же, своих каких-то интересов. Вот, возможно, впервые за долгое время, за долгие там месяцы, годы вы наконец-таки для себя делаете. Не для кого-то, а для себя. Выделяете, выкраиваете время не для кого-то, а именно для себя. Знаете, сначала немножко совесть будет вас теребонькать, а потом вы поймете, что нет, какого, я все правильно делаю. Вот я не пошла, не побежала там на другой край города кого-то спасать, помогать, потратила время с умом для себя, и теперь я себя чувствую максимально хорошо, максимально комфортно. Ну, вот в таком ключе. И если вас кто-то вдруг будет обвинять в эгоизме, шлите этих всех людей на 3 буквы, и вы будете абсолютно правы. Вы не эгоист, вы просто начинаете здраво мыслить. Вот так вот. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.